Поворот с основной трассы на даче к обществу «Ягодка» всегда был тяжелым. После дождя дорога раскисала так, что проехать по ямам без вреда для подвески своего авто было нереально. И такая ситуация повторялась из года в год, пока не нашлись инициативные люди. Они решили сами отремонтировать проблемный участок. Устали все ездить по плохой дороге, потому что дожди у нас в основном идут. И ямы появляются, жалко машины, да и просто люди ходят, грязные дороги. И вот решили как-то общими усилиями подлатать дорогу. Технология ремонта относительно простая. Ее применяют в странах Европы и у нас на некоторых федеральных трассах. На подготовленную подушку ставят опалубку высотой 20 сантиметров, укладывают арматуру, заливают бетоном и дают ему время созреть. Всего планируют отремонтировать 250 метров, но вот конкретные объемы работ на каждый сезон зависят от финансирования. А с этим пока беда. Далеко не все дачники готовы платить. Мне кажется, это долго будет. Потом мы люди такие недоверчивые. С нас немножко трудно валюту выкачивать. Скепсис он всегда присутствует, потому что у нас жизнь сама такие условия диктует разные. И без скепсиса у нас никак нельзя. Хотя мы, конечно, внутренне надеемся, верим. Впрочем, большинство из запрошенных нами дачников инициативу ремонта дороги все же поддержали. Если вообще ничего не делать, то через год-другой сюда и на внедорожниках не добраться. Ты вообще не заедешь сюда. А представляете, что осенью? Как бы весною. Погода была здоровая, там яма, тем более на повороте. Там очень страшно было. Две машины не могли разъехаться. Инициатива хорошая. Кому не нужно? У меня вон машина есть, я езжу по колдобинам ездить или по гладкой дороге. Если соблюдать технологию ремонта, новая дорога прослужит лет 20, уверены представители инициативной группы. Их идеи уже заинтересовались и на соседних дачных обществах. Алексей Корчма, Василий Янин, телеканал Юрган, Эжинский район.